Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Отпустил ли вас ваш мужчина, ваш бывший мужчина? Смирился ли с тем, что вас потерял? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и на него. И давайте посмотрим. Я надеюсь, все уже настроились, загадали. Я убираю назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, очень непростая ситуация, непростая. С вашей стороны вижу больку. Вижу больку, вижу обиду и недоумение. Почему же так все произошло? Что произошло? Как произошло? Да, отношения были не самые лучшие, но тем не менее было за что держаться. Чувства ведь были. Чувства. И чувства, кстати, настоящие были. Это не подделка, не заблуждение. Это настоящее чувство. И имя ему — любовь. Это то, что между вами было, и то, что до сих пор сохраняется. Не только у вас в сердце, в душе, но и у него. Почему-то мне кажется, что он попал в какую-то западню. Куда-то его затянуло. Знаете, как помрачение пошло, помрачение. Мне очень не нравятся вот эти персонажи. Вот честно, я стараюсь смотреть на другие знаки, но прям глаза вот прям как прилипли к вот этой троице. Видите, 3 человека, 3. И фигурки-то женские, девочки, женские, не мужские. Но одна явно какая-то ведающая здесь. То есть женщина со способностями. Что произошло? Что же произошло? Так, есть у меня догадка. Давайте перерисуем. Я задам от себя вопрос. Мне нужно убедиться, правильно ли я поняла то, что я увидела. Простите, извините. Иногда так бывает. Нужно уточнять. Ага. Ну, теперь все понятно. Девочки, вы не должны были расставаться. Вы должны были быть вместе. У вас должна была быть счастливая семья. Вы, знаете, как говорят, созданы друг для друга. Как бы да, звучит пафосно, но на самом деле это так. Вы должны были быть вместе. Вас насильственным образом разъединили. Вот просто, знаете, как по-живому прошлись, оторвали, прям с кровью оторвали. Видите, вот она, химия стоит. Химичила здесь какая-то женщина, причем неоднократно. Здесь, смотрите, там и грибы, какие-то листья, какие-то, вот смотрите, зелья, что ли, делала. Поила, кормила, нашептывала. Тут, я вам скажу, серьезная работа была проведена. Очень серьезная. И опять, видите, троица вышла. Троица. Клин били между вами. Смотрите, мужчина сошел с ума. Просто сошел с ума. Это и случилось не в один момент. Была работа, было влияние, и это все в нем копилось, там бурлило, бродило, и произошел взрыв. Да, он стал другой, он стал чужой, взгляд поменялся, тембр голоса поменялся, холодный стал, знаете, вот как будто бы демон в него вселился. Отчасти это правда. Вы расстались по вине магии.
Вас магическим путем развели. Судьбу украли, счастье украли, будущее ваше украли. Вы не смирились, и он не смирился. У него в мозгу одно, а в душе и в сердце совершенно другое. Его очень сильно к вам тянет. Знаете, вот когда он при памяти, когда он в сознании, ну, скажем так, бодрствует, да, он к вам испытывает очень много негативных эмоций. И злобу, и агрессию, и даже какие-то обвинения в ваш адрес он кидает сам для себя. Но когда он, например, спит, когда он в состоянии покоя, душа ведь любит, сердце любит, к вам просится. Вы очень часто ему снитесь. Вы очень часто, вот образ ваш, да, ваш образ у него перед глазами, вот он тянется, во сне он к вам бежит, он вас, знаете, боится потерять, он пытается вас уберечь от этого всего негатива. Как только он просыпается, все, опять эта магия там в нем начинает играть, бурлить, и он начинает опять злиться на вас. Очень жаль, что такое с вами произошло, но, понимаете, от этого никто не застрахован. От этого никто не застрахован. Так, давайте еще раз. Давайте посмотрим, есть ли средства, есть ли способ. Почему и от чего, да? Так. Но любовь ваша никуда не денется, она не умрет. Вот что бы между вами ни случилось, ни произошло, сколько бы времени между вами ни произошло, вот с момента вашего расставания, любовь никуда не денется. Ни ваша любовь никуда не денется, ни его любовь никуда не денется. Эта магия, она отравляет его жизнь. Она действительно сделала из него дурака. У него сейчас очень много проблем. Проблемы не только вот в жизни, но и, скорее всего, по здоровью. Очень его, кстати, по здоровью подкосила эта ситуация. Он головой винит вас, хотя вы ни в чем не виноваты. Вот. Вы на него очень обижены. Ну, предал, обманул, да, вот так вот с вами коварно подступил. Тут все понятно. Так, что касается магического посыла в вашу сторону, ну, вам делали, я так скажу, конкретно делали. Хотели от вас избавиться. Вот так. Да, и думайте, что хотите. Вот я говорю, как вижу. Я не буду подбирать слово, это ни к чему. Правда, какая она ни есть, она все-таки лучше. Да? Лучше, чем там вуалировать и пытаться смягчать ситуацию. Здесь нечего смягчать. Здесь, очевидно, вы должны были быть вместе, у вас должно было быть все хорошо, а в итоге у вас боль, раздрай и разрыв. Кровавый разрыв, я бы даже сказала. Ведь сердце кровоточит и у него, и у вас. Так, что будет, если средства? На ближайшее время я не вижу средства, я не вижу возможности на выход из этой ситуации. Но пока эта магия сильна, пока она свежа, скажем так, да, ничего не поделать. Здесь время. Время — главный помощник, главный лекарь. Плюс не забывайте, что высшие силы и воля высших сил гораздо сильнее, чем любая магия. Девочка, кто очень верующий, кто найдет в себе силы простить этого мужчину, простить вот все, что он делал, все, что он говорил, все вот эти поступки, вот это вот все негативное, да, что от него пришло под магическим воздействием, если вы действительно сможете ему простить и обратитесь к высшим силам за помощью, поверьте, вам помогут. Но обида очень сильная у вас, очень сильная. Я, конечно, в людей верю и знаю, что вы у меня умнички, вы сильные, но даже сильные люди иногда не могут справиться с такой болью. А боль прям ваша, она испепеляет все внутри. Понимаете, испепеляет. Вам нужно полечить себя в первую очередь, да, избавиться от этого огня внутри, да, вот этого лаву эту всю потушить, а потом уже заниматься спасением мужчины. Понимаете, на вас ведь тоже делали.
делали. Смотрите, как и по здоровью у вас ухудшилось, и выглядеть вы хуже стали, и спать вы стали хуже, и вся прям такая нервная, дерганая. Вы думаете, это нервы? Нет, нет, это не нервы. Извините, но это не нервы. Вы сильная женщина, вы не такое проходили. Вот у кого-то прям вижу такие ситуации были, что спаси и сохрани, но вы ведь их прошли. Вот. А это магия, магия так на вас сыграла. Да, у вас мощный ангел-хранитель, да, у вас конкретная защита, но, понимаете, в нашем материальном мире нет ничего, там, не знаю, железобетонного, да, вот в плане защиты, в плане энергетики. Все можно пробить, везде можно подковырнуть, найти лазейку. Ведь мы живые, мы эмоционируем, понимаете, вот здесь у вас узкое слабое место. Девочки, лечите себя, что поможет? Молитва поможет, псалмы помогут, психолог поможет, либо отлить эту боль на воск. Да, вот прям воском вытащить из вас эту боль. Вот. Как только вы себя полечите, поверьте, вот все начнет улучшаться. Вы себя по-другому почувствуете, и мужчинку этого сможете простить, и его, скажем так, отмолить от магии, либо, да, снять с него эту всю магию. Для мужчины, для вашего, эта ситуация, она идет кармической. То есть в его жизни это должно было произойти. Да, от этого нельзя было уйти, либо спрятаться. Сказать, что он сам виноват, искал других отношений, нет, этого я не вижу. Тут, скорее всего, охотились за ним. И у него, понимаете, была предрасположенность. Вот и все. Коса на камень, вот он результат. Но вы тут как случайная жертва получаетесь. Да. К сожалению, ну вот, да, случайная жертва. Так. Если все оставить как есть, ну вы-то вылечитесь, да, со временем все пройдет, вылечитесь, забудете. А вот мужчинке плохо будет, очень плохо будет. Очень-очень будет плохо. Его жизнь, она, знаете, как вот прям под откос идет, под откос. Вот представьте паровозик, да, локомотивчик такой едет, да, потихонечку себе. И тут он входит в крутое пике и начинает вот это свободное падение вниз. Там уже, знаете, как ничем не помочь. Сам он не поймет, те, кто с ним рядом, ну, либо ничего делать не будут, либо еще, знаете, как вы топить его еще больше будут. Та, кто делала, ну, вот всегда обещаю, да, не буду ругаться, но очень сложно себя сдержать. Женщина амеба, понимаете, там одноклеточное существо, даже хуже. То есть мужика вашего она захотела, денег заплатить за это все смогла, а вот что дальше делать с этим, она не знает. Вы ведь понимаете, он и ей жизнь начнет портить. Если человек одержимый, если человек под магией, ну что ж вы думаете, все хорошо у них будет? Нет, все будет очень-очень плохо. И она под конец от него избавится. Просто, вы знаете, как-то пнет его ногой, да, и иди куда хочешь, катись куда хочешь. Зачем ты мне такой нужен? Больной, проблемный, неудачник. Зачем? Я не хочу, я женщина молодая, да, мне жить надо. А ты мне зачем нужен? Ну, ты испортила жизнь мужику, и все. Конечно, она за это все ответит. Обязательно ответит. Но то, что жизнь испорчена и у мужчины, и у вас, это, конечно, болька. Болька, причем страшная. Я всегда говорю, девочки, ну не ищите в этой магии. Господи, ну ничего в ней хорошего нет. Но ни одного человека в мире магия счастливым не сделала. Не сделала и никогда не сделает. А вы нет, а вы все равно туда идете, вы все равно ищете там всяких этих магических этих штук. Ну не работают они так, не работают. Ну кто вам просто так что-то будет давать? За все спросят плату. Да такую плату, что, знаете, глаза на лоб лезут. Бесплатного ничего не бывает. И за все надо платить. И цены, поверьте, иногда такие, о, как кусаются. Вот. А люди этого ведь не понимают. Знаете, вот эти вот, как их... как приманиватели этих жертв магических. Они же там обещают золотые горы, да, все забудет на свете, с тобой будет, за тобой там будет по пятам ходить.
Но не работает это так. Господи, они же этого не говорят. А девчонки наслушаются, да, вот это вот лапши на уши тебе наложат, да, и такая думает: о, сейчас заплачу, и мой будет. Не будет он твоим никогда. Он под бесом будет, но твоим он никогда не будет. Он и свою жизнь разрушит, и твою разрушит. И еще там кучу людей втянет, да, люди пострадают. И так это работает. Ой, видите, как тема у нас одна заявлена, а получилось то, что получилось. Нет, он вас, девочки, не отпустил и никогда не отпустит. Потому что душа любит, сердце любит, к вам тянется. Вот. То, что это черный посыл, то, что это черная магия, она вам мешает, то, что клинилась, разбила, это да. То, что вы пострадали, то, что он пострадал, это да. Поймет ли он, что произошло? Нет, не поймет, потому что магия вот голову полностью заморочила. Там нет ни здравого смысла, ни логики, ничего не работает. Кто поймет, так это вы поймете. У кого есть возможность все исправить, у вас есть возможность все исправить. Будете ли вы этим заниматься, это тоже другой вопрос. Если ничего не делать, девочки, я уже сказала, да, вы выберетесь, вы восстановитесь, вы дальше пойдете, и жизнь у вас будет своя, и мужчина у вас будет другой, и все у вас нормально сложится. А если, скажем так, завяжетесь, начнете за этого мужчину бороться, ну так вы очень благое дело сделаете. Вы и мужчину этого спасете, и видите, как с ним вместе будете. Вот как вам суждено по судьбе, так вместе и пойдете. Вот так вот, девочки, бывает. Да, очень жаль, очень обидно, но жизнь, она ведь, да, и черная, и белая. Не было бы черного, мы бы не знали, что такое белое. Мне очень жаль, что вы попали в эту ситуацию. Держитесь, крепитесь. Болька, конечно, болька, вижу, прям чувствую, кто-то из вас расплакался. Но это было суждено мужчине пройти, понимаете? Ему было суждено пройти. Это его, как говорится, крест, да, пройти эту ситуацию. Какой-то кармический долг платит. Я вам так на общее не скажу. Это вот если конкретно мужчину подать, посмотреть, да, по фотографии посмотреть, там понятно будет. А здесь вот очевидно, что он просто расплачивается. Он должен расплатиться. За прошлое должен расплатиться, за прошлое воплощение. Вот он и платит. Платит, конечно, цену очень высокую. Цену, которая жизнь у него отбирает. Больно, больно на это смотреть, но так иногда бывает. Так, мои хорошие, вы не расстраивайтесь, выход есть. Для вас 100% выход есть. И поверьте, каждый из вас, вот из моих зрителей, свой выход обязательно найдет. Чуть попозже буду делать ритуалы. Чуть позже буду делать вот прямые эфиры, буду с вами в прямом общаться и будем смотреть, будем решать. Вот. Немножко подождите, если хотите моей помощи, если не хотите, обращайтесь к специалистам, если хотите все наладить и исправить. Но вы друг к другу очень привязаны, у вас души друг к другу привязаны. Вот сколько бы между вами времени не прошло с момента вашего расставания, вы любите и любить будете. Да, это так. Так вот песочек показал. Вот видите, вы как прилипли друг к другу, вы единое целое. У вас как тело на двоих, понимаете? Тело на двоих, да. Вы родные друг другу идете. Ни он, ни вы никогда не примете, не смиритесь и никогда друг друга не отпустите. По крайней мере, из сердца, из памяти не отпустите. Так это 100%. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.